Sabahınız hayırlı olsun saygılı seyirciler. Güzel haberim size var diye hem de güzel konuşmamız olacak stüdyamızda. Misafirlerim Şansora Bekler'le tanışma. Evet, Nefest Kongaz Festivali oyun, dostluk hem kultura yurtusu Kongaz'da Todor Zanyet adına liseyinde geçti. Meraklı yurtuya 12 yaratıcılık oyun kolektifleri Gagauzya köylerinden katıldı. Bugün stüdyamızda elbette misafirlerimiz Kongaz köyünden geldiler. Yurtun kurucuları, tanıştırırım sizi. Maria Çibanova, Todor Zanyet adına liseyin Rumun dili hem literatura öğreticisi. Sabah hayır olsun. Bună dimineața, toată Găgăuzia! Suntem fericiți astăzi să fim în acest studiu. Natalya Yesir hem Victoria Tulba, liseyin 11. klasın öğrencileri. Hoş geldiniz. Sabahınız hayırlı olsun. Zaman hayırlı olsun. Biz pek seviniriz. Hani siz teklif ediniz bize bu GRT kanala. Biz de seviniriz. Yani siz bize bugün geldiniz. Anlatışınız güzel, meraklı yurtu. Nasıl kuruldu, nasıl geçti? İlkin birazcık isterim tanışalım. Sizinle bilelim kim bize geldi, nasıl çalışmalar gider liseyde, kim başlayacak? Eu voi vorbi în română. Vreau să spun că noi avem un liceu foarte mare și frumos, în care sunt organizate foarte multe activități și eu ca profesor am un scop ca să implic toți elevii, să-i fac mai dezvoltați, că sunt tineri și frumoși și au multă energie pentru a realiza multe scopuri frumoase. Спасибо большое. Sağ olasınız. Kızlar kim başlayacak? İsterim biraz açıklarsınız ne kadar meraklı, ne kadar güzel çalışmalar gider liseyinizde. У нас в школе есть лицейский совет, лицейская дума, в которой мы с Наташей принимаем участие. И мы с лицейской думой организовываем всякие мероприятия, помогаем в реализации этих мероприятий. И наш лицей является одним из больших лицеев в Конгазе. И мы очень гордимся, что у нас есть такая возможность его продвигать и так ярко его представлять. А мы гордимся, что у нас такая замечательная, прекрасная молодежь. И вам слово, пожалуйста. Мы очень рады, что вы нас пригласили на данное мероприятие. И мы, как представители лицейской думы, будем стараться для вас еще больше, будем продвигать такие праздники и будем стараться создавать еще больше таких фестивалей, как Этнофест Конгаз. Отлично. Итак, я перехожу к координатору проекта замечательного, как возникла идея провести такое мероприятие и вот влиться в такой проект. Идея возникла год назад. Мы праздновали день рождения Григория Виеру с учебным заведением из соседнего села с Русской Киселии. И они, когда были у нас в гостях, мы подписали договор по сотрудничеству, партнерство между учебными заведениями. У нас в прошлом году было подписано 6 таких договоров о сотрудничестве. И вот они, когда уходили, говорят: а знаете, Мария Александровна, нужно было как-то сплотить наших учеников и организовать какой-то танцевальный такой фестиваль в плане того, чтобы они знакомились с культурой. Все-таки два народа, и гагаузский, и молдавский, и болгары живут, но вот дети были очень такие довольные, ушли от нас очень положительными эмоциями. И вот у меня эта идея стоит в голове, я думаю, как ее реализовать. Вдруг у нас летом заканчивается отпуск, и я в Фейсбуке вижу объявление Центром «Контакт» в Кишиневе, что они организуют курсы мультипликаторов. Это те, которые пишут проекты. Я думаю, кого же мне взять? Но у меня начальные классы, и как бы такой возраст нужно было с 18 лет, что было детям. Я говорю, звоню в Кишинев, вот у нас есть, как мне 18 уже есть, но нужно еще, чтобы было кому-то еще 18. Коллеги, естественно, сейчас отзываются, но я именно хотела, чтобы это была молодежь. И они дали нам согласие. И вот я беру Наталью, и мы едем на 5 дней в Кишинев, и мы обучались там
курсами, были у нас такие по внедрению проектов, как они спонсируются, как они организовываются у нас в Молдове. И первый был такой конкурс на то, что мы организуем на определенную сумму, как тренинг для молодежи. Но у нас в силу того, что у меня были курсы летом, мы не успели это сделать. Поэтому, когда я следила за их объявлениями, второй раз они организовали идеатон. Лучшие идеи, инициативы молодежи внедряются. И вот тогда я говорю, ну, напишу я заявку. И я написала, нам пришел положительный ответ. Из 120 команд по Молдове были отобраны 20. Затем мы эти 20 команд поехали в Кишинев. Мы там 3 дня тоже находились. Мы свою идею оформляли. Мы учитывали все требования к социальным проектам, которые внедряются. Все-таки это фонд европейский, и он имеет очень много критерий. И после этого мы уже вернулись с хорошими результатами в тот день, в пятницу, когда нашу команду объявили, что мы один из этих 10 То есть вы вошли в десятку победителей. лучших. Да. Браво. И мы пришли так, очень много эмоций было, девочек, домой меня мы уже все эмоции. сделаем. Да, это, ну, были коллеги из Тирасполя, были коллеги из Фалештах, с юга, была ЛАФ-МД, они тоже выиграли эту инициативу молодежную. И мы приехали домой, давайте начнем работать для того, чтобы вы были, мы будущее, растем будущее, учим их как инициативной молодежи быть. И надеемся, что они будут продвигать свою родину, где бы они ни находились. Спасибо большое. Девчонки, не могу не спросить ваши эмоции, ваши впечатления, когда вы узнали, что вы вошли в десятку лучших, и вы теперь уже должны развить этот проект, чтобы он был не только вот на, скажем, в документах, на бумаге, но уже был вживую реализован. Пожалуйста. Наша первая реакция на то, что мы выиграли, мы даже сняли видео. Просто Гагаузию услышали все тогда. Это наша радость, наша ура, мы выиграли. А потом получили дипломчики. И Надо думаем, думать. надо работать. Надо работать. Вот тут-то. И Тут только Но в возник любом вопрос. случае мы очень рады, что у нас есть такая возможность, что у нас получилось ее реализовать. И это вообще очень... Мы гордимся собой. Да, мы получили очень много ярких эмоций, были очень рады, что мы выиграли и сможем организовать такое большое мероприятие для всей Молдовы, для всей Гагаузии. Марисанна, я так понимаю, что вы не случайно выбрали этих двух девочек, которые... Вы можете оценить их, охарактеризовать, какие они, и как ваш выбор выпал именно на них, чтобы и доверить, и реализовать задуманное? Ну, эти ученицы в лицее, они показывают себя очень активными, имеют призоры Олимпиад, участвуют. Поэтому доверять им я решила, что вот именно этих девочек, потому что раз они ответственно относятся к учебе, они смогут ответственно подходить к любому делу. К любым начинаниям. Да, поэтому мы решили, что администрация лицея консультировалась, потому что внедрение этого проекта – это не только моя заслуга. У нас очень хорошая администрация, которая поддерживала во всем. Коллеги – это такая мощная помощь за плечами, когда ты знаешь, что тебя с полуслова понимают. Мы поэтому и соглашаемся работать, их обучать. И я хотела, чтобы они, как лицейская дума, продвигали это. Их активность должна быть заразительной для других учеников, поэтому выбор пал на них. Я очень рада, что они меня никогда не подводили, выходили в Кишиневе, защищали проект, там 60 человек в аудитории, и у них эмоции были на месте. Они так ярко защищали свой проект, что другие участники подошли и говорят, ну ваш проект был идея самая лучшая, мы хотим к вам на фестиваль попасть. К сожалению, они не попали, потому что они очень далеко, они в Тирасполе находятся, в Фалештах, те, которые выиграли, изъявили желание. Но
Мы надеемся, что о нас услышали всех. Мы будем писать рапорт, который будем защищать последующие. Когда завершится, все инициативы будут реализованы, мы опять встретимся в Кишиневе и будем делиться свой опыт. Но девочки достойно представили и в эмоциональном плане, и в организаторском плане, потому что они организовали Дум, и они показали, что я не ошиблась с выбором. Я очень рада. В любом деле очень важна идея и, конечно, поддержка близких людей, близких по духу, по делу, да. То есть, как вам работалось тогда с педагогом? Вообще очень круто. Очень было интересно. Это был вообще впервые такой большой опыт. Когда впервые, например, я поехала с Марией Александровной, мне было вообще немножечко страшно. Но, с другой стороны, когда я увидела, я вписалась Страшно, в эту... это, то есть неуверенность в себе немножечко? Да, как будто бы мне было... Это что-то волнительно, по-новому и волнительно, да. да. И когда я вписалась впервые в этот коллектив, мне так стало интересно это все. И я поняла, что благодаря вот Марии Александровне я уже начала свой путь, и, может быть, в дальнейшей жизни мне поможет этот опыт раскрыться и, может быть, добиться какого-то успеха в жизни. Обязательно. Еще рядом с такими замечательными педагогами обязательно все исполнится, все сбудется, и вместе с такой замечательной компанией, с такой компанией полных энергии, задора и оптимизма, я думаю, что у вас будут еще впереди не один проект. Да, расскажите, как работали вместе. Я была очень рада, что у меня была такая компания, что мне было очень комфортно, особенно вот с Наташей мы одноклассницы. Да, это Мария Александровна, хоть, честно скажу, она у нас не ведет урок, но она как учитель просто, и как человек сама по себе очень комфортная. И мне было очень радостно, и я очень легко туда внедрилась, вот там было много коллективов, много наших одногодок, наших ровесников, и мы очень с многими подружились, и мы были очень рады такому опыту. Замечательно. Итак, мы сейчас отправимся в Кангас, в ваш лицей, и посмотрим, как прошло мероприятие, и вернемся в студию, дальше продолжим. Этнофест Кангас фестивалінде 12 коллектив пayaldı. Onlar Гагаузияда yaşayan halkların oyunlarını gösterdiler. Gaguz halk oyunları o öyle bir güzel oyunlar hangisine kaldılar bize bizim dedelerimizden. Ona gösteriyorlar bizim kültürü, bizim tradisiyaları. Ben bilirim çok Gaguz oyunları, Kadınca. Da biz toplanırız da oynarız şkolada, festivallerde oynarız. Hepsi oyunların naşı biliriz. Ben bilirim çok türlü Gaguz oyunları. Bilirim tansival kolektifleri, Altın Çeşme, Düzava, Kekirga, Lale, Elvis, çok türlü Gaguz oyun kolektifleri. Her bir oyun misafirlerin canlarında iyi duyguları bıraktı. Oyuncuların milli kostümleri hem profesyonel beceremekleri sevindirdiler seyredicileri, çizgiledi Öğretmek Bakanlığı Наталья Кристева. Нас очень радуют такие инициативы. Это была инициатива самого образовательного учреждения, которое реализует проект, направленный на сплочение, на... Bizim uşaklarımız kanikulların ilk gününde oyunlarda gösterdiler. Hani birbirine hazır kendi oyun becermeklerini gösterme. Bu festival milli adetleri koruma yardım eder. Hem her bir halkın kültürasına saygıyı terbiye eder. Способствует гражданско-патриотическому, прежде всего, воспитанию наших ребят, чувство толерантности, солидарности и дружбы между всеми людьми всех национальностей. Etnofest Kangas festivali yaratıcılık, dostluk hem becermek yortusu oldu. Nişanadılar olayın kurucuları. Am organizat acest festival cu scopul de a întruni toți tinerii din regiune. Biz bu festivali geçiririz ki regionun gençleri kendi talantlarını ilerletsinler. Bu olayın kültüre manası var. Biz şükürlüyüz. Hani hepsi iyi geçti. Umutlanırım. Hani bu projenin geleceği olacak. Activitatea a parcurs foarte bine. Sunt mulțumită și aș vrea ca elevii să continue să realizeze aceste proiecte.
bizim kolegamız bu yılın Seyf'te pay aldı. Bu festival için projekte pay aldı. Bu ideya onların kendi bulmakları. Biz pek sevindik hani böyle büyük uğurda, yüksek uğurda bizim yerimizde, bizim Kongaz'da namda çok Gagavuzlar, başka etnoslardan var insanlar yaşıyorlar. Hani böyle geçer bize, böyle olaylar, böyle yortular bizde burada yerinde geçer. Nasıl geldi o ideya bilmiyorum ama pek kahve komandamız var. Uşaklarla üreticiler bile biz kolay işleriz. Sanırım hani bu festival bizde çok yüksek uğurda geçti. Sağ olsunlar hepsi sponsorladı, hepsi ciddi yardımcı oldu. Bunu organize etmediğini pek güzel uğurda kaliteli geçti. Nasıl biz buraya geldik bilmiyorum ama pek çok mutluyuz. Nasıl biter, nasıl geçer, iyi yüksek bir nastroy kurduk hepsimize. Umut veririz hani her yılın böyle bir şey bizde hep olacak. Arada sırada hani bir araya geliriz, dost oluruz, yeni köyler, yeni uşaklarla buluşuruz, kolegalarla buluşuruz. Bu bize çok umut verir. Hani böyle bir şey bizim kültürümüz hep korunacak, hep uzalacak da biz uşaklara doğru yola öğretiriz. Festivalin paylanları kendini göstermeye kolaylık kabul ettiler. Seyrediciler de halk oyunların güzelliğine mayıl oldular. Kolektifler diplomları hem bahşişleri kabul ettiler. Biz severiz yer bir oyun oynama. Daha çok Gagavuz oyunu bizde var. Koyduk Moldovan oyunu da. Bulgar oyunu biz yok koyduk. Daha çok Gagavuz oyunu. Bu olaya uşaklar halk giyimlerini topladılar ki misafirleri Gagavuz halkın ruhundan tanıştırma. Etnofest Kongaz festivali gösterdi. Ani oyunlar, müzika yardım edirler dostluk köprülerini kurma. Olay liseyin avlunda büyük horuyla başarıldı. Неселим, çok güzel geçmiş, çok meraklı, потрясающее мероприятие, замечательный фестиваль. Он первый, но он просто удивил всю Гагаузию. Дай бог, чтобы он был не последним. Я думаю, что есть еще планы. И все-таки хочу, чтобы вы рассказали о моментах подготовки, потому что это очень-очень сложный процесс, трудоемкий. Нужно учесть все моменты, оформлять сцену, готовить костюмы, связываться с коллективами. Кто начнет, пожалуйста? Ну, подготовка у нас началась с тем, что я поехала в Кишинев, подписала в среду, подписываю контракт, что мы внедряем. Огромное спасибо Центру «Контакт». Мы очень благодарны им за то, что они организовали вот эту молодежную инициативу. Директор Сергей Нейковчин пригласил нас. Большое спасибо. Мы приехали буквально через 2 дня. Я создала чат, начала звонить учебным заведениям, искать, у кого коллективы есть, кто тут на месте, потому что многие в Турции. У нас запланировано было еще 2 населенных пункта, кроме тех, которые участвовали, но они не успели вернуться с Турции. Поэтому желающих у нас было достаточно. Больше, да? Но те, которые приехали, это была работа с ними. Мы на уровне учебного заведения создали положение об организации. Нужно было учитывать, что это несовершеннолетние. Мы создали ряд документов, как заявку, где они должны были представить, какие танцы, в каких костюмах они будут их находить, выходить на местные власти для того, чтобы им транспорт организовали. И все команды, все руководители и организаторы в учебных заведениях и
они сейчас заучи по воспитательной работе, они находили выход через местные власти, Дом культуры, костюмы, готовились очень основательно, отрадно, что мы созванивались, писали друг другу, меняли число, во-первых, о проведении 3 раза, в зависимости с тем, что в Гагаузии события происходят, и мы ждали коллективы, чтобы вернулись в страну, чтобы они могли участвовать. И определили так, чтобы было и каникулы, потому что в учебное время нельзя проводить такое мероприятие масштабное. Это очень большие силы, это мероприятие на уровне Дома культуры, на уровне управления культуры, да. Поэтому это огромный труд, который не всегда виден, скажем так, да, но это почувствовали координаторы и организаторы. На все приглашения мы приглашения отправляли, ждали трепетный ответ. Изначально я не знала, сколько мы соберем, но по проекту мы заранее запланировали, что 10 команд должны принять участие. И наша задача была организовать и реализовать, чтобы эта идея стала реальной. Потому что у нас запланировано было 120 молодежи, которые подключатся именно на этой площадке для развития своей инициативы. Они создадут знакомства и в будущем будут эти знакомства развивать и организовать социальные мероприятия. У нас планируется, если будет все хорошо в будущем, чтобы мы делали тренинги с молодежью для того, чтобы культурно обогащать их мир. Мы имеем очень красивую молодежь, но у них нет платформы, где они могли бы встречаться именно в культурном плане. Обмен этих традиций, обычаев. И мы рады, что у нас получилось это сделать у нас в лицее. Замечательно получилось. Вот о программе фестиваля хочу, чтобы вы нам рассказали поподробнее, что было в программе, что было предусмотрено. Наталья. Для начала мы по традиции решили, как гагаузы, встретить все коллективы с хлебом, солью. Все проходили, угощались. Потом у нас тузык-мек. Потом у нас было 3 кухни. Гагаузская кухня, молдавская и болгарская кухня. Даже это успели, даже блюда успели приготовить. Молодцы. На кого подключили? Наш класс готовил болгарскую. Я тоже была задействована. Как здорово. Учителя были задействованы и ученики. Потом в коридоре вот была кухня, все проходили, угощались, кофе-брейк был. Потом все коллективы переоделись, подготовились, и мы поднялись в актовый зал. И уже началась наша программа танцев. Все коллективы выступили. И самое мое любимое, то, что мне очень понравилось, все коллективы вышли на улицу. И мы все дружно станцевали хором. Наш двор был полностью полон. Все танцевали, все были рады. И мы станцевали 3 хоры. И после каждой там к нам подходили и говорили: девочки, давайте еще, нам так понравилось, давайте еще. Было супер. И потом, конечно же, мы пошли и покушали. Потому что испокон века в хоре собирались все национальности Молдовы и объединялись вот в одном едином танце. Наталья. Я думаю, что наш проект прошел удачно. Конечно же, благодаря нашему учителю Марии Александровне и благодаря нашему лицею имени Тодора Занец села Кангас, который поддержал нашу идею. И благодаря нему мы смогли реализовать наш фестиваль, на который мы пригласили много разных танцевальных коллективов. Наш лицей был задействован везде. И в подготовке еды, и в украшении зала, в декорациях. Мы просто были... Мы устали, но мы были очень рады, что наш проект удался. Это такая приятная усталость. Да. Когда к нам приехала Европейская комиссия, и когда они пробовали, например, наши болгарские, молдавские, гагаузские блюда, у них горели глаза от нашей еды, от нашего тепла, как гагаузы встречают гостей с разных уголков земли. И я думаю, что и детям очень понравилось, когда особенно вышли танцевать хору, дети были очень рады. И всем никто не замечал, на каком языке ты говоришь, как ты выглядишь. Все просто собрались в круг и танцевали, и вот это был единый танец, язык танца, в общем. Танец дружбы. Танец дружбы, да.
Прекрасно. Как Я вы бы- скажете? Да. Я бы хотела добавить тут, что у нас в лицее есть прекрасный музей, в котором мы собрали очень много экспонатов. И мы хотели показать это в рамках фестиваля. Мы в фойе, спасибо коллегам с кафедры ГГУ Заведов, они помогли оформить выставку и подготовили костюмы, которые раньше люди одевали, чтобы вернуться так немножко в прошлое. У нас также показ костюма был связан и с тем, что как выглядел жених и невестка раньше, как икону носили родители. И мы через это показываем, что мы помним о своих ценностях, о корнях и стараемся развивать, показывать. Гости были очень удивлены этим моментом фестиваля, потому что редко можно на сегодняшний день увидеть, Настоящую да, прикоснуться к тем элементам и ткань, какая сохранилась, и как люди умели окрашивать без того, чтобы иметь образование, что они делали такие эксперименты, что вышивали. Вот все эти костюмы даже мы обсуждали потом с руководителями танцевальных коллективов, и они отмечали, что на сегодняшний день очень редко можем найти именно те орнаменты. Но благодаря этим экспонатам и вот вещи, которые сохранились в музее, мы имеем образцы и можем восстановить, использовать и дальше показывать молодежи, что вот у нас имеется такое большое наследие. Вы также организовали дефиле. Кто показал эти костюмы, кто надевал их и вот выступал в качестве актеров, скажем так? Да, это были ученики 11 и 10 класса. Они показали вот эти платья и костюмы женские, мужские, которые одевались раньше и на праздниках, и в обыденное время учителя. После того, как они показали дефиле, мы показали элементы танца старинные, которые сейчас уже редко используются и танцуются в принципе. И было отрадно видеть, что дети буквально за неделю они, давайте быстренько мы вспомним, как это. И они уже нас, как учителей, они уже начали нас дергать. Покажите нам быстрее, покажите, чтобы мы успели выучить. Именно старинные эти элементы танца? У нас работает Гайдаржи Агафья Васильевна, Барган Матроня Николаевна. Они учителя гагаузского языка, гагаузаведы. Очень, это те активные еще педагоги, которые ходили на эти хоры, которые раньше устроены были в селе. Но хочу отметить, что они продвигают гагаузские традиции и имеют кружки, на которых они изучают музейные экспонаты, старинные танцы, постановку разных сцен, именно тех моментов, которые, может быть, сейчас немного забыты. И это приятно, потому что мы так учим детей, что нужно в реальной жизни быть счастливым, помнить, чем занимались родители, бабушки и дедушки. У них была интересная жизнь без телефона. И некоторые дети, действительно, мы видим, что уже к 6-7 классу у них другой взгляд на жизнь формируется. У нас сейчас идет идея в лицее по реставрации музея. Мы постараемся сделать больше помещений, организовать, чтобы наш музей был прекрасен и достоин во всей красе и хранил именно те моменты быта, одежду, которые носили, и детям осталось как память, чтобы они ценили это. Ловлю себя на мысли, что ваш фестиваль не просто объединил молодежь, разные культуры, но вы позволили гостям и сами смогли прикоснуться по-настоящему к нашей культуре, по-настоящему к той традиции, к тем костюмам, к тем, ко всему, вот прям по-настоящему гагаузскому стилю, гагаузским обрядам, обычаям. Это на самом деле дорогого стоит, и здорово, что вы это делаете в лицее, потому что если не вы,
тогда кто, да? Если не вы, молодежь, будете изучать, будете знакомиться, будете прикасаться к этому самому дорогому, что есть, да, у каждой нации. И более того, еще и привлекать молодежь других городов, других национальностей, тем и богаче будет наша культура, тем больше и будут знать о гагаузах и не только в Молдове, но и во всем мире. Конечно, как и в каждой работе, в каждом мероприятии есть и трудности. Что было, может быть, сложновато, но тем не менее преодолели это. Что, может быть, такое было самое-самое яркое, незабываемое, запоминающееся. Трудности были? Конечно. Я думаю, да. Ну, я думаю, что трудности были именно с организацией, когда нам приходилось оставаться после уроков и украшать наш лицей для того, чтобы он выглядел привлекательно Достойно. И да. достойно. Ну, скорее всего, больше всего с вот этим были трудности, а во всем остальном было очень даже все интересно. И я бы хотела сказать большое спасибо нашей лицейской думе. Благодаря ей, благодаря нашей сплоченности, нашей дружной команде. Пусть мы и оставались после уроков, но зато это был смех, зато это было очень весело, и зато мы достойно, как уже и сказали, представили свой лицей. Были ребята из других лицеев, и я думаю, что вы знакомились. Я хотела бы, чтобы вы рассказали вот эту атмосферу, раскрыли, насколько это было все вот так ярко и классно, и насколько и вы впечатлили своей программой гостей. Да, ну для начала, да, мы познакомились с многими другими учениками из других сел, с других лицеев и обменялись контактами, социальными сетями, ну уже так мы начинаем общаться. И, как я уже сказала, вот хора нам это больше дало возможности так сплотиться и подружиться. И после каждой хоры на песню хора «Дин Молдова» мы с Наташей вышли в круг. Нам так было очень классно танцевать. Мы вышли, мы там всю душу вложили этот танец, и после этого к нам подходили: девочки, вы такие классные, давайте, пожалуйста, еще станцуем, давайте познакомимся, давайте дружить. И так нам очень понравилось это. Это было очень интересно и весело. И я очень рада, что к нам пришли молодежь именно из разных сел. И даже хочу добавить, что мы обменялись социальными сетями и контактами. Я даже встретила свою знакомую девочку, когда мы с ней подружились на Олимпиаде, когда я была на Олимпиаде по географии. Мы с ней подружились очень сильно, и когда я ее увидела, что она там, я очень обрадовалась. Мы с ней обнялись, она пожелала мне удачи, я ей тоже. И это было очень весело и приятно. Что значит для вас этот фестиваль? Это ваш первый опыт, и вот что вы еще для себя взяли, да, и какими вы себя нашли? Вот какие еще организаторские качества, какие еще качества раскрылись, может быть, для вас до сих пор, может быть, неведанные? Ну, я в себе раскрыла больше креативности. Мне кажется, добавилось больше уверенности в себе. Замечательно. И научилась в первую очередь работать в команде. В лицейской думе мы все сплоченно работали и старались организовать этот фестиваль, чтобы он всем понравился, чтобы никто не ушел грустным. И надеюсь, что у нас это получилось. И я очень рада, что нам предоставлена была такая возможность организовать этот фестиваль. И я как человек, который хожу в театральную студию, которая называется «Чиздерык», здорово, да. которой я посвящаю очень много времени. Мы с театральной студией стараемся продвигать наши гагаузские традиции, нашу культуру, и стараемся вот именно молодежи, нашему будущему, так сказать, напомнить, а некоторых даже научить, потому что это, к сожалению, большому сожалению, забывается, наши традиции. И я была очень рада, что мне предоставлена еще одна возможность продвигать нашу культуру. Мария Александровна, когда начинаешь определенную работу, в данном случае такой грандиозный проект, конечно, веришь, надеешься, что он удастся, что все будет хорошо, слажено. Вот ваши эмоции, ваши впечатления, ваше состояние души, вот проект состоялся. Я хочу сказать, что мне с этими эмоциями не отвыкать от таких эмоций, потому что я смотрю на своих
коллег, в данном случае по проекту. Когда была как они, я тоже училась в колледже, в университете, имела волонтерскую организацию. Мы занимались с детками с ограниченными возможностями, организовали для них праздники, ехали и в Кирсово, и здесь на месте. Получали от хорошего дела очень много эмоций. И всегда в своей работе я подхожу к такому методу, что если я сегодня не подарила кому-то знания и счастья немножко, я как-то неудовлетворенно иду. И вот когда организовался данный фестиваль, данное мероприятие прекрасное, я была очень уставшей, но настолько я была радостной, потому что за моими плечами стояла семья, которая помогала тоже. И большое им спасибо, поддержка. Я буквально в каждый сантиметр своих вопросов говорила: все, мама, мне нужно вот это, папа подвозил, приходили, забирали атрибуты, готовили разные блюда молдавские. Я презентовала на молдавский стол мамалыгу, рано утром встала, в голове сценарий, тут еще в голове крутится, что нужно подготовить, собрала все. Спасибо большое, что у меня была такая поддержка. Семья – это очень важно, когда тебя поддерживает. И когда ты выходишь из дома с такой энергией, прилив энергии, идешь в школу, а там тебя встречают педагоги. А что тебе нужно? Давай мы там, тебе здесь помочь, тебе там помочь. Огромное спасибо своей коллеге Зинаиде Филипповне, которой мы приходили в пятницу, в субботу и воскресенье на работу, и мы с ней каждый шаг заранее продумывали, чтобы вот иметь в понедельник такой успех. И естественно, что когда тебя поддерживают, у тебя и есть уверенность в себе, в будущем, что ты можешь еще что-то реализовать. Но данный фестиваль не закончился, когда все ушли домой. Хочу сказать, что после этого до вечера нам звонили руководители и говорили большое спасибо, что мы награждали всех, все были лауреаты этого фестиваля. И дети пошли домой довольны, сытыми, с много эмоций, контактами новыми. Они даже звонили, у нас есть группа Етнофест, дети уже начали там писать. Мы делали лист присутствия с номерами телефона, и они просили: добавьте нас, отправьте фотографии. То есть не закончился фестиваль на том, что они ушли домой. Это было отрадно, потому что на это и была цель создать вот эту площадку, и она должна быть живой и в дальнейшем. И уже руководители, когда уезжали от нас, говорят: а вы что еще будете делать? Пригласите нас тоже. Я говорю: спасибо, будем иметь в виду, но мы тоже ждем приглашений, потому что наш лицей очень много организует мероприятий, к нам приезжает много учебных заведений. Но у нас есть желание наших деток, чтобы они тоже где-то побывали. Испытывают они прекрасные чувства, они отдаются полностью. Ну, для того, чтобы наш фестиваль имел успех, я хочу сказать, что ребята были с разных учебных заведений и учатся и на румынском было русская кислия, и в Кирсове болгарский язык. И поэтому с начала до конца фестиваля у нас был сценарий на 3 языках. Мы встречали их в фойе, мы приветствовали их на 3 языках. Мы в зале 3 ведущих, да, тоже было 3 ведущих на разных языках, потому что у нас были представители CMI, Ольга Вакаровк, спонсоры данного проекта. Огромное им спасибо за поддержку, что они к нам приехали и были рядом с нами. Центр «Контакт», тоже Анишара Безарев, представитель, координатор этого проекта. Я с ней буквально и днем, и ночью, можно сказать, на связи для того, чтобы правильно оформить вот данный проект, и он, чтобы был воплощен в жизнь, не остался где-то на бумаге. Это очень большая предварительная работа, поэтому те эмоции, которые были у нас в лицее и остались с нами на ближайшее время, думаю, точно, они не заканчиваются в один миг, а дают нам силы продвигать это, найти на будущее спонсоров, участвовать дальше в таких же проектах, чтобы это стало традицией, потому что мы этого и хотели изначально, чтобы
один раз сделать как показательное, для того, чтобы в будущем у нас вот эта работа была легче. Я скажу, что в плане организации это занимает много времени, но отзывчивость участников настолько было, я только в первый день объявила, и все, начали команды отправлять заявки, сразу регистрироваться, что-то нужно, мы отдельно фотографии, я делала презентацию, предоставила каждую команду во время их выступления. Поэтому эти все моменты мы учитывали заранее, и нам было легче в плане организаторского подхода. И думаю, что в будущем, вот после этого, у нас будет очень хороший опыт, потому что все этапы мы проходим достойно и реализуем все в срок. И среди вот этих 10 инициатив по Молдове, которые были отобраны, мы были первыми. И нас поздравили, что мы успешно ее реализовали. Ждем следующий этап, и завершением пойдем гордо представлять свою Гагаузию дальше в Кишиневе, как мы этот проект реализовали. Искренне рада и на самом деле горжусь вашим успехом. Это первый фестиваль. Надеюсь, будет и следующий. Уже девочки с таким багажом, с таким опытом, я думаю, еще вовлекут еще своих друзей. И фестивалю быть. Фестиваль, я думаю, будет иметь продолжение. Да, обязательно. У нас, я надеюсь, на предпринимателей в селе у нас есть к кому обратиться. И думаю, что даже если не проекты, как-то найти финансирование, или, может быть, есть культурные проекты, которые мы будем, конечно, отслеживать, их объявления в социальной сети и активно продвигать свой лицей. И не только, потому что лицей представляет молодежь. И они, когда заканчивают, отрадно, что после этого они отзывались о учебных заведениях хорошо, о преподавателей, чтобы они помнили, где они начали свой путь и достойно могли жить для себя легче, потому что это опыт, а большой опыт, он облегчает дорогу в жизни. Здорово. Девочки, что пожелаете участникам фестиваля, самим себе и фестивалю? Я бы хотела пожелать участникам фестиваля большого счастья, радости и успехов, чтобы они и дальше смогли продвигать такие проекты, как наш Этнофест Кангас. Мы его организовали для того, чтобы организовывалось больше таких мероприятий, праздников наподобие этого, и чтобы молодежь участвовала, не только сидела в телефонах, как говорится, а участвовала во всех проектах, танцевала, радовалась и продвигала нашу страну. Конечно же, я хочу пожелать успехов в первую очередь, и чтобы все их начинания сбывались и оканчивались только удачей и успехом, и чтобы, конечно же, молодежь также продвигала и гордилась местом, где они проживают, и, конечно же, продвигала свою культуру и традиции. Мария Анна, что пожелаете фестивалю, и себе, и организаторам, и участникам? Ну, я себе хочу пожелать побольше таких прекрасных друзей, побольше успехов в своей творческой деятельности, обучающей деятельности. Участникам фестиваля большое спасибо, что они нашли время и приехали к нам и показали настолько разный колорит, яркость танца, традиции и элементы этих танцев, которые некоторые уже мы не используем при встрече на свадьбах где-то, может быть. И вот было отрадно, что все отличались, не повторялся ни один танец. Я им хочу пожелать, чтобы они работали и в дальнейшем с таким же успехом. Руководителям сил, их труд бесценен. Они те люди, которые прокладывают молодежи успешную дорогу в жизни. Ну и хочу пожелать и своим коллегам администрации лицея, чтобы у них были тоже успехи. Спасибо им за такую поддержку. И с такими коллегами, которые полны энтузиазма, легко работать. И спасибо, что они есть. Своей семье большое спасибо хочу пожелать, потому что я
немножко, когда вышла замуж за гагауза. И это было и для моей семьи было какое-то такое удивительное состояние, потому что у меня оба родители молдаваны, и у нас русский язык не общается дома. А тут разговаривает на гагаузском. Гагаузский я выучила 16-17 лет, когда начала учиться вы понимаете в колледже. гагаузский, да. Я сдавала и госэкзамены, и вот большое спасибо Серкели Галине Дмитриевне, которая научила меня и сидела, и работала со мной для того, чтобы я успешно выучила этот язык и справилась со всеми трудностями. Очень хочу сказать, что на сегодняшний день, если мы будем развиваться, продвигать то, что у нас в душе скрыто, раскрываться сначала нам самим, а потом ученики возьмут пример с нас, это придет к большому успеху в обществе в целом. Потому что только от каждого, вклад каждого из нас в социальную жизнь и в культурном обмене, и в образовательном обмене имеет очень большой такой фундамент для становления молодежи. Я искренне благодарю вас за то, что вы сегодняшним добрым утром вместе с нами и телезрителям рассказали о своем грандиозном проекте, об успешном проекте. Пусть он имеет продолжение, пусть живет ваш фестиваль, наш фестиваль, который объединил народы, проживающие в Гагаузии. И пусть народный танец объединяет всех, кто живет в нашей стране, в нашей маленькой Гагаузии. Пусть будет мир, дружба и вот такое классное единение. И пусть ваш лицей продолжает также работать и удивлять весь мир. Вы покорили на самом деле своим проектом все сердца всех нас. И пусть так будет и дальше. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях представитель лицея имени Тодора Занет села Кангас. Это Мария Чебанова, педагог, Наталья Исир и Виктория Тулба. Спасибо вам большое, успехов. Ждем вас всегда на ГРТ. Удачных проектов. Спасибо и вам, Наталья, что вы нас пригласили. Спасибо. Огромная благодарность вашей команде, что они были у нас на фестивале, разделили с нами это счастье, показали это по телевидению. Очень многие люди, даже вот семьи ученицы и другие себя увидели, отрадно отзываемся, что вы у нас в Гагаузии есть, и вы с нами всегда. И показывайте те мероприятия, которые реализуются тут. И это отрадно. Мы следим за этим всем, мы принимаем участие, радуемся. Я хочу сказать, что очень важно, когда у нас есть в Гагаузии такие организации, вот телевидение, Главное управление образования тоже было у нас в гостях, поддерживало нас, выразила благодарность за то, что мы организуем такие мероприятия. Местные органы власти тоже поддержали нас, спасибо примарии. Мы всегда рады, что наши инициативы не заканчиваются в школе, они становятся на обозрение всех людей, и думаю, что они будут заразительными для других. Огромное вам спасибо и всем жителям хорошего дня сегодня. Хорошего дня. У вас тоже могут быть пожелания, пожалуйста. Я бы хотела сказать, что будущее в наших руках и жизнь наших потомков зависит от нас. Поэтому мы должны продвигать и ценить нашу культуру, обычаи и традиции. И хочу вам пожелать огромного счастья. Спасибо за предоставленную возможность, что мы сегодня побывали в вашей студии. И всем хорошего дня. Я тоже хочу сказать, что спасибо, что пригласили, то, что с нами разделили хорошее, удачное утро, хорошее начало дня. И хотела бы пожелать, чтобы вот наше будущее все только в наших руках, как сказала Наташа. И кто будет продвигать, если не мы, Да. если не молодежь? Ben de isterim söyleyeyim. Hani böyle gençler, hem böyle talantlı gençler Gagauzien geleceği var. Olsun da. Sağ ol. Sağ olun.